10 июня в иссык-Кульском отеле «Аврора» начала работу международная конференция «Евразия в 21 веке. Диалог культур или конфликт цивилизаций». Конференция направлена на укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии и соседними странами региона на основе взаимодействия и взаимообогащения национальных культур, на основе региональных особенностей и с учетом влияния глобального развития в целом. Цель конференции – открыть новые пути в политике диалога и извлечь уроки из прошлого опыта. В ее работе принимали участие более 200 политиков, ученых и деятелей культуры из 20 стран мира. В работе конференции приняли участие Аскар Акаев, президент Кыргызской республики, Чингис Айтматов, народный писатель, посол и постоянный представитель Кыргызстана в ЮНЕСКО, Коитира Мацура, генеральный директор ЮНЕСКО, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, а также представители глав государств и международных организаций. Работу конференции открыл Чингис Айтматов, который приветствовал гостей на кыргызской земле и предоставил слово президенту Кыргызской республики Аскару Акаеву. 21 век, не освободив мир от груза прошлых забот, принес человечеству новые угрозы и новые вызовы. Вновь и вновь проявляет себя зловещими деяниями международный терроризм. Не прекращаются межнациональные конфликты. Возрастают масштабы бедности во многих регионах мира. Глобализация, победоносно шествуя по планете, пожалуй, лишь усугубила бедственное положение значительной части населения Земли. Все это требует от государственных и политических деятелей, а также от ответственных гражданских движений динамичных действий, адекватно отвечающих характеру доминирующей ныне в мире ситуации. Участников конференции приветствовал генеральный директор ЮНЕСКО Коитира Мацура. В своем выступлении президент Таджикистана Эмомали Рахмонов отметил: То, что Центральная Азия в лице Кыргызстана стала местом проведения этого авторитетного форума, не случайно. Центральная Азия является одним из очагов мировой культуры. Наша земля была свидетелем как выдающихся творений человеческих рук и разума, так и безжалостного их разрушения. В регионе происходили плодотворный обмен богатейшим опытом народов, взаимодействие культур, создавались дружественные и семейные пути, также происходили самые жестокие столкновения, войны, нашествия, сжигались целые города, уничтожались созданные в течение веков культурные ценности. Свои приветствия в адрес форума направил президент России Владимир Путин, который огласила заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Элеонора Митрофанова. Президент Ирана, автор концепции «Диалог цивилизации» Хаттами, в своем видеообращении выдвинул идею диалога цивилизаций. В своих выступлениях представители стран подчеркивали своевременность проведения в Кыргызстане столь представительного форума, который позволил определить конкретные меры в вопросах межкультурного, межэтнического и межконфессионального диалога, а также на политико-идеологических и социально-экономических проявлениях глобализации и их последствиях между странами и народами Евразийского континента. На пленарном заседании конференции состоялась церемония вручения участникам детской хартии обращения ассоционированных школ ЮНЕСКО, церемония «Мемориал мира на берегу Иссык-Куля». Дети призывают политических деятелей вести такую политику, которая реализовывалась бы в интересах молодежи. Форум организован очень хорошо. Это создало положительную атмосферу, которая позволяет проводить дискуссии по самым острым темам. А темы действительно актуальные, они непростые. Диалог культур, диалог цивилизаций,
как можно достичь того, чтобы разные народы и разные континенты, они могли сотрудничать, и чтобы это не приводило к конфликту. Мне представляется, что такие встречи, они дают возможность, во-первых, в личном контакте понять, что происходит, что определяет поведение людей, какие факторы оказываются наиболее существенными. Потому что, глядя со стороны, размышляя об этом, читая книги и статьи, это очень трудно сделать. Во-первых, потому что все так быстро меняется. И во-вторых, что это в конечном итоге все связано с людьми. Тогда, когда же вы контактируете с людьми непосредственно, из разных стран, из разных мест, принадлежащих разным традициям, вы можете охватить картину в целом. И это то, что происходит на таких встречах. Конечно, важны резолюции, которые здесь принимаются. Они формулируют в кратком виде те выводы, к которым мы приходим в результате наших дискуссий. Будут напечатаны статьи и сборники, суммирующие те доклады, которые здесь были представлены. Они займут свое место на полках для ученых, для людей, которые изучают эти проблемы. Но сама вот, я бы сказал, личное понимание того, что здесь происходит, это важнейший итог таких встреч. Мне кажется, они должны повторяться с достаточной регулярностью, потому что только так можно поспеть за быстротекущей жизнью нашего времени. Менің оқуымша глобализациялау, американдастыру сияқты. Американизациялау сияқты. Онтан Америкада ұлт жоқ. Міне қазір бүт әлем осы процестің соңынан кетіп жатыр. Бірақ біз өзімізді қалай аман алып қаламыз? Өзіміздің мәдениетімізді, мына қырғыздың сан қылымдардан бері келе жатқан мәдениеті бар. Оның тілі бар, оның рухы бар. Осы глобализацияның ішіне кіріп жоқ болып кетпей ме? Мына бүгінгі өткен конференцияда, ЮНЕСКО-ның конференциясында осы мәселелер сөз болды. Бірақ бұның әлі толық шешімі табылған жоқ. Бұл әлі көп ойлануды, толғануды қажет етеді. Бұған басынан от жарқыраған қаншама үлкен адамдар еңбек ету керек. Әрине енді қазіргі кезең өте күрделі кезең, тағы да қайталап айтамын. Бұл кезеңге мүлде жаңа көзқарас керек. Во второй половине дня участники конференции встретились за первым круглым столом, темой которого была «Диалог в Евразии. Общие ценности и этнические принципы». В своих выступлениях участники высказывали единодушное мнение, что многие века Евразия являлась перекрестком континентов, философий, идеологий, а также торговых путей и геополитических и стратегических процессов и интересов. Это многонациональный и многоконфессиональный регион, объединяющий множество характеристик и проявлений как Запада, так и Востока. Она переживала богатый исторический опыт взаимодействия, конфронтации, сосуществования диалогов и конфликтов. Благодаря взаимному проникновению различных традиций, обычаев и опыта, Евразия стала домом для различных культур, обеспечивающих среду, при которой богатый опыт, вдохновение и обычаи народов могут развиваться эффективно. С древних времен, в частности в эру Шелкового пути, культурные, а также и материальные ценности были перевезены с востока на запад. Международная научная конференция, которая сейчас проходит в Евразии в 21 веке, диалог культур или конфликт цивилизаций, является очень актуальным, поскольку многие проблемы, которые здесь обсуждаются, являются весьма важными для современной цивилизации, для современного развития. То, что проходит эта международная конференция у нас,
под эгидой ЮНЕСКО, это, я думаю, очень большое значение имеет для нашей страны, потому что это здесь обсуждаются мировые проблемы по существу. Вот мне, например, сегодня на секции первой понравилось выступление одного из участников из Казахстана, Нурманова, вот, который предложил, значит, по типу Давосского экономического форума организовать гуманитарный всемирный форум. Я думаю, проблемы, которые стоят в развитии цивилизации, являются очень актуальными. И сейчас во 100 крат, как говорится, возросли из-за последних террористических проявлений во всем мире. Поэтому, я думаю, действительно, если бы мировое сообщество пришло к такому согласию и организовать форум, как бы постоянно действующий форум, для того, чтобы решать проблемы актуальные в этой области, в культурной области, было бы для всего человечества очень полезным. This conference is on a very important topic. Я четко верю, что эта конференция поможет нам в решении, в нахождении новых подходов, в решении этих проблем культуральных различий. И, соответственно, после работы наших секций, второй секции, мы сделаем свой вклад, после обсуждения всех этих вопросов, сделаем свой вклад в Иссыкульскую декларацию, которая будет подписана сегодня по окончании этой конференции. Темой второго круглого стола была межкультурный диалог, культурное разнообразие и наследие в евразийской перспективе. В выступлениях участники круглого стола говорили об уважении определенных важных универсальных ценностей и этнических принципов, таких как толерантность, права человека, демократия и правила закона и уважение культурного разнообразия, являющегося общим достоянием всех цивилизаций. Они стоят в центре концепции нашей общей человечности с точки зрения культурного разнообразия. Поэтому диалог должен быть сконцентрирован на централизованности общих ценностей, которые дают смысл жизни и обеспечивают форму и суть человеческих особенностей. Важной для всех государств Евразии стала тема третьего круглого стола – вода, устойчивое развитие и гуманитарная безопасность развития мирного сотрудничества через диалог. Председательствовал здесь известный русский ученый, автор и ведущий любимой всеми телепередачи «Очевидное и невероятное» Сергей Капица. Особое внимание было уделено региону Центральной Азии, району 5 государств бассейна Аральского моря, сталкивающегося с общими водными проблемами, потому что серьезно зависит от водных ресурсов 2 разделенных речных бассейнов – реки Нарын-Сырдарья на севере и реки Амударья на юге. Участники дискуссии отметили, что мирное сотрудничество в регионе можно продвигать, уделяя особое внимание воде и устойчивому развитию человеческой безопасности в целом. Вода с ее транскультурным, символическим значением не только обладает властью объединять, но также и вызывать конфликты в случае неверного подхода. Вода может приводить к напряженности между государствами и внутри отдельных государств, или она может привести к сотрудничеству. Страны Центральной Азии имеют преимущество в том, что они владеют богатыми природными ресурсами, включая нефть, золото и, самые ценные из них, воду. Вопрос воды и ее управления имеет стратегическое значение для устойчивого развития и национальной безопасности всех стран региона. Сегодня Кыргызстан представляет собой пример уникального сочетания азиатской и европейской культурной среды. Закономерно, что кочевая культура кыргызов носит синкретичный характер и отличается толерантностью. Молодое независимое государство ищет качественно новые параметры социально-экономической и политической эволюции в условиях эффективного взаимодействия с мировым сообществом, активно участвует в процессах обеспечения региональной безопасности, гражданского мира и согласия. Кыргызстан предлагает создать на своей территории, а именно на Иссыкуле,
постоянно действующую открытую зону межкультурного и межцивилизационного диалога на евразийском геополитическом пространстве. Очень многие начинания, они имеют какое-то разовое значение. А Иссык-Кульский форум, он в основе своей глубоко гуманистические идеи мешали. Так, вот. Эти идеи, они должны постоянно существовать в процессе истории, изменений даже истории. Так, вот. Вот как раз это свидетельствует о том, что действительно здесь, на берегу Иссык-Куля, мы тогда собрались, чтобы осмыслить, что предстоит нам. Вот, перестройка этому способствовала. Вот это было первый раз такая встреча. Вот, несанкционированные партии там, и так далее. Но тем не менее она имела большой успех и тогда, и сейчас имеет свое продолжение. Вот, в данном случае вот, на ЮНЕСКОвском саммите здесь, вот, посвященном теперь уже, ну, другая, я думаю, просто формулировка, а сущность все та же. Гуманистические идеи в нынешнее время. Утром 11 июня продолжали работы секций, которые подготовили документы Иссык-Кульской декларации, где были сфокусированы вопросы межкультурного, межэтнического и межконфессионального диалога, а также политического и социально-экономического воздействия глобализации. Заключительное пленарное заседание вел генеральный директор ЮНЕСКО Коетиро Мацура, который выслушал мнение председателей круглых столов. В своем выступлении Чингиз Айтматов отметил: «Слава Богу, есть на свете модель, которая и дает эффект достижения того, к чему необходимо стремиться всюду. Это Европейский Союз, который является наглядным доказательством того, что лучшие идеи и устремления могут находить теоретическое решение и практическое воплощение. Вторым фактором остается преодоление бедности. Это должно стать всеобщей задачей. Пока богатые самодовольствуются, а бедные страдают, обстановка в мире будет усугубляться. Терроризм нередко возникает именно на этой почве». Участники конференции обсудили и единогласно приняли Иссык-Кульскую декларацию. Генеральный директор ЮНЕСКО Коетиро Мацура и участники конференции отметили, что инициирование, организация и проведение международной конференции демонстрирует приверженность Кыргызской республики тем благородным задачам, которые решаются ЮНЕСКО в интересах входящих в нее стран. Было особо отмечено, что последующее поколение ждут от нас решительных мер для того, чтобы предотвратить межэтнические и международные конфликты, создать правовую основу для мира и развития всех национальностей, живущих в каждом отдельном государстве, чтобы они исходили из сознания того, что мы разные, но мы равные, проводить политику на основе взаимоуважения и диалога и избегать любых действий, пагубных для пожилых людей и детей. Их ожидания и их недвусмысленное «нет» национальной и религиозной розни, актом насилия и убийства невинных людей должны стать нашей священной обязанностью.